Мэрия Мирного объявила конкурс за вклад в молодежную политику. Цель – стимулирование и социальная поддержка талантливой молодежи. Выйти на новые показатели прививочной кампании. В Айхальскую больницу поступило 7,5 тысяч доз вакцины против гриппа. В спортзалах Ленского района начался новый учебный год. Наряду с традиционными секциями в Ленске открывают и новые. Какие именно, расскажем в этом выпуске. В эфире новости, в студии Василий Раченко. Поговорим о главных событиях к этому часу. Депутаты поддержали проект о возвращении части страховки при досрочном погашении кредита. Нововведения, как ожидается, будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей. В официальное заявление об отказе от договора страхования заемщику дается 14 дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита. Мэрия Мирного объявила конкурс за вклад в молодежную политику. Цель – стимулирование и социальная поддержка талантливой молодежи, студентов и учащихся. Возраст от 14 до 35 лет, размер одной премии для физических лиц до 12 тысяч рублей, для общественных организаций и объединений до 30 тысяч рублей. Заявки от номинантов принимают до 25 ноября этого года. 7,5 тысяч доз препарата «Совигрипп» поступило в Айхальскую городскую больницу для вакцинации населения. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Прививают и взрослые, и детское население. Вакцинация в Айхале продлится до 1 ноября. Как жители поселка относятся к прививкам и посетят ли процедурный кабинет, знает Альбина Шарафидинова. 7,5 тысяч доз препарата «Совигрипп» уже поступило в Айхальскую городскую больницу. Прививают и взрослое, и детское население. В этом году доз «Совигриппа» айхальские медики получили в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Прививками планируют охватить 40% взрослого и 100% детского населения. Вакцина у нас «Совигрипп». Это вакцина инактивированная. Чтобы люди понимали, инактивированная вакцина – это значит, в составе вакцины нет живых вирусов. В составе содержатся только оболочки этих вирусов, которые потом при введении в организм человека вызывают выработку антител, и тем самым вырабатывается иммунитет против гриппа. Медики утверждают, те, кто сделает прививку в ближайшие дни, уже через пару недель получат иммунную защиту от гриппа на ближайшие 8 месяцев. В этом году вакцина немного отличается от той, что была прежде. Пик заболевания в Айхале медики прогнозируют на октябрь месяц. В этот период большинство жителей поселка возвращаются с отпусков. Получить вакцину против гриппа могут и беременные женщины. Каждая беременная женщина во 2-3 триместре должна обратиться к акушер-гинекологу. Акушер-гинеколог уже совместно с участковым терапевтом решает, и мы должны провести тоже вакцинацию. Обязательную вакцинацию пройдут сами медики, работники образования и люди, имеющие хронические заболевания. Многолюдно сегодня и в детской поликлинике. Прививки ставят юным айхальцам. Ставится с 3-летнего возраста однократно. Ежегодно, однократно, внутримышечно, в плечо, в дельтовидную мышцу. И с 6 месяцев до 3 лет это уже двукратно в течение года с перерывом в 1 месяц и в область бедра. Прививаться от гриппа или нет – дело каждого. Как относятся к прививкам жители Айхалы и посетят ли в этом году процедурный кабинет? С такими вопросами мы вышли на улицы поселка. Старшего я прививаю с садика. Вот ему сейчас 13 лет каждый год. Буду делать обязательно прививку, и родители дали согласие. Я не прививаюсь, вроде бы не болею. Я не знаю насчет. Это каждое дело каждого. Я считаю, что это не от гриппа, а от осложнений после гриппа. Но я думаю, да. Я думаю, надо ставить прививки от гриппа. Получить свою дозу «Совигриппа» айхальцы могут в местной больнице. Вакцины хватит всем. Вакцинация в поселке продлится до 1 ноября. Альбина Шарафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Оригинал или подделка? Чешские специалисты разработали мобильное приложение, способное определить подлинность произведений искусства, рассказывает Сергей Берец. Приложение OneProof, разработанное сотрудниками факультета информационных технологий в университете Брно, позволяет отличать оригинальные произведения искусства от поддельных. Как рассказывает один из авторов идеи Марван Шамма, с помощью приложения создается цифровой паспорт живописного полотна. Искусственный интеллект производит анализ, сопоставляя отпечаток с базой данных и выдает заключение о подлинности.
V budoucnosti budeme В будущем мы сможем распознавать художников по их индивидуальному стилю, колориту и характеру пигментов. Тогда отпадет нужда в базе данных с оригиналами. Достаточно будет почерка живописца. По словам менеджера по продуктам в компании OneProof Яна Хабиша, создание цифрового паспорта картины сродни дактилоскопии. У людей есть неповторимые отпечатки пальцев, также и холсты. У каждого собственная структура красочного слоя. Перед вами настоящий снимок, сделанный смартфоном, и на нем можно рассмотреть все детали поверхности. Синий цвет означает высокую степень совпадения с оригиналом, красный – низкую. Таким образом, цифровой паспорт картины служит средством ее защиты от подделок. Хозяйка галереи «Котельная» Ева Кочева говорит, что сейчас создание художественного контрафакта стало простым как никогда. Техника позволяет делать копии высокого качества и наносить краску, похожую на настоящую. Кочева отметила, что приложение для выявления подделок – именно то, что необходимо искусствоведам и арт-дилерам. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники леса. В парке культуры и отдыха в сквере Лесника торжественно открыли памятник Константину Аникину, основателю лесного хозяйства. Константин Аникин прибыл в Якутию в 1938 году. Он первым в истории Якутии проанализировал состояние вопроса с лесами, составил его фактическую характеристику. Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. В этом году выдался очень напряженный сезон. По лесным пожарам горело более 3 миллионов гектаров тайги. Но благодаря труду работников лесного хозяйства и авиалесохраны пожароопасный сезон успешно закрыт с 10 сентября. В текущем году очень засушливое лето прошло. И в основном горела лесотундра, тундра, то есть северные территории, которые у нас более 7 или 8 лет вообще не горели, да? Поэтому и ученые мирового уровня говорят, что климат немножко меняется, и получается, что на сегодняшний день сентябрь, и тоже, опять же, какие-то термоточки появляются, которые, выявляются через спутник. Вот. Но надо сказать, что общими усилиями, и даже северных территорий, муниципальных образований, мы не допустили перехода на объекты экономики и населенные пункты. Якутия Экспо-2018 – это третья межрегиональная универсальная промышленная выставка-ярмарка, которая проходит в торговых рядах Кружала. Выставка делится на 3 раздела – строительство, техника и жилищно-коммунальное хозяйство, товары народного потребления и продовольственные товары. Там проходят презентации тепловой одежды, товаров для дома, дегустация продуктов питания, напитков и многое другое. Ярмарка будет проходить 3 дня. Участниками выставки стали представители разных регионов России, а также предприниматели и производители Якутии. Занимаюсь пчеловодством в Якутии с 1990 года. Мед собираю в районе Старой Табаги. Имею 2 золотые медали. В этом году я еду в октябре месяце для получения 2-й золотой медали. В том году у меня брал Российский национальный союз пчеловодов отбор проб. Я их не знал. И сделали анализ, и мед оказался лучшим медом России. Смотрители спасли новорожденную зебру в Валенсии. Радостное событие рождения детеныша зебры в сафари-парке едва не обернулось трагедией, рассказывает Сергей Берец. Зебра по кличке Ля Нинья родила дочь в сафари-парке в Валенсии на восточном побережье Испании. Это произошло 5 сентября. При родах присутствовал отец, которого зовут Замба, а также другие члены стада. После нескольких попыток новорожденная сумела подняться на ноги. Едва появившись на свет, пока еще безымянная маленькая кобыла подверглась смертельной опасности. Она свалилась в воду искусственного пруда, расположенного в вольере. На выручку терпящему бедствие животному пришли смотрители. Они извлекли детеныша на поверхность и передали матери. И в завершении выпуска о новостях спорта. В залах Ленского района начался новый учебный год. Наряду с традиционными секциями в Ленске открывают и новые. Какие именно, расскажет Анна Кожевникова.
На старт, внимание, марш! Вперед! За новыми победами и достижениями устремились юные спортсмены. С 3 сентября школьники приступили не только к новому учебному году. Многие отправились в спортивные секции. Кто-то развивать физическое здоровье для себя, а кто-то работать на высокий результат и достигать олимпийских вершин. Ну, у нас, получается, сейчас по поселениям активно развиваются в основном национальные виды спорта. Это получается в селе Натора, в селе Беченча, в селе Чамча. Вот сейчас мы нынче взяли инструктора-методиста. Набирает обороты и активно развивается в Ленском районе вид якутского национального единоборства «Хапсагай». В сельской местности «Хапсагай» давно пользуется популярностью. С этого года подобная секция появилась в Ленске, в спортзале «Виктория». Сегодня в детской группе «Хапсагая» около 15 человек, а во взрослой – 25. Я в детстве занимался вольной борьбой. И вот как бы навыки все равно как бы есть, знаю приемы все. Вот сейчас пришел, детям передаю то, что умею, то, что знаю. Выдерживают нагрузки не все ребята. Уже первые тренировки показывают, у кого есть борцовский характер. Например, хорошие результаты у Марка Исакова. Он для себя выделил несколько главных качеств, которыми нужно обладать, чтобы заниматься этим национальным видом борьбы. Я думаю, хорошей дыхалкой, сильными мышцами и, и все, наверное, и умом. Многие приемы в Хапсагай пришли из вольной борьбы. Но есть и свои, исконно якутские. Например, сахача – подсечка от прохода в ноги. Его изобрел первый якутский чемпион СССР по вольной борьбе Николай Захаров. Этому приему и таким, как хабарьи, турген, ребята только будут обучаться в новом году. Ребятам предстоит изучить один из основных приемов Хапсагая – турген, в результате которого борец должен повалить соперника на ковер. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этой минуте у меня все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.